Прекрасна страна Индия. Что мы знали раньше о ней до поездки в эту волшебную страну белых слонов и браминов, дервишей и магараджей, Тадж-Махала и Камасутры? Конечно же, мы ждали встречу с голубой гладью Индийского океана, зелеными склонами гор и мутными водами Ганга. Узнав, что чемпионаты Азии по якутским видам спорта будут проходить в городе Пуна, всего в 150 километрах от знаменитого на весь мир Мумбаия, обрадовались, надеясь побывать в Болливуде. Увы, всех этих красот и экзотики нам не удалось увидеть. 4 индийских дня пролетели как один в маршруте между гостиницей и залом спортивного комплекса Шив Чатрапати. В программу фестиваля были включены чемпионаты Азии по якутским национальным видам Апсагай и масс-рестлингу, по казахской борьбе Казах-Кураси, также презентационный турнир по иранской борьбе Каштичухе и чемпионат мира по поясной киргизской борьбе Алыш. Участниками фестиваля стали 182 борца из 19 стран Азии, Европы, Африки и Америки. В их числе 90 мужчин и 22 женщины. Соревнования проходили в спорткомплексе Шив Чатрапати. Первый день проводился чемпионат Азии по Казах-Кураси. В этой борьбе разрешается проводить приемы с захватом выше пояса. Как видите, форма борцов, кимоно с короткими рукавами и спортивные шорты. Особенность борьбы Казах-Кураси – это проведение приемов при помощи ног, разнообразные подсечки, подхваты, подножки. Броски оцениваются судьями, как в японской борьбе дзюдо. Если нет чистой победы, победа присуждается по заработанным борцами оценкам. Запрещены болевые и удушающие приемы. Во Всемирной Федерации Казах-Кураси состоит более 50 стран. Регулярно проводятся континентальные чемпионаты Азии, Европы, Африки и панамериканский чемпионат. Раз в 3 года проводится чемпионат мира, где в основном доминируют борцы из Республики Казахстан. Ежегодно в крупнейших городах Республики Казахстан выявляют абсолютного победителя с вручением золотого пояса и денежного приза в размере $150 тысяч и присвоением почетного титула «Барс Казахстана». По итогам чемпионата наши борцы Семен Тимофеев, Прокопий Петров, Роберт Сидоров и Вадим Семенов заняли 3 места и стали обладателями бронзовых медалей. Борьба в Иране является наиболее почитаемым видом спорта и имеет очень древнюю историю. Священные книги иранцев о Весте богатыри почитаются наравне со святыми и считаются исполнителями божественной мудрости. Персидский Геркулес Рустам является символом Ирана и эталоном всех борцов Кашти. Поединок длится 4 минуты. Основная цель борьбы Кашти-Чухе – это положить соперника полностью на спину. Также разрешается делать захваты любой частью тела и применять движения ногами. Также проводить различные приемы и броски со стойки. В основном победы добиваются с помощью приемов захватов за ноги как при борьбе в стойке, так и в партере. Ввиду этнического разнообразия в Иране Кашти-Чухе имеет несколько направлений, которые имеют много общих черт. Это такие виды борьбы, как чуха, бачухе, камари, кешкардан. Но общепризнанным стилем в Иране является зурхане. Форма одежды имеет в каждой борьбе национальный колорит, включающий разнообразные типы поясов, за которые, как видите, можно делать захват. По утверждению ряда иранских ученых, традиции существующих борцовских школ насчитывают более 3000 лет. В современном виде зурхане с их внутренним устройством и ритуалами, комплексом борцовских упражнений существует почти без изменений 700 лет. Сегодня дома силы зурхане имеются почти во всех городах Ирана. По борьбе Хапсагай в 5 весовых категориях боролись 45 участников из 6 стран – Казахстана, Индии, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и России. Чемпионами Азии стали наши Семен Тимофеев 60 килограммов,
Бактыбай Кизиков, Казахстан, 70 килограммов, Федор Данилов, 80 килограммов, Вадим Семенов, 90 килограмм и Николай Чукров, свыше 90 килограммов. Серебряными призерами стали Прокопий Петров, Роберт Сидоров, Иван Бывлюбский. Бронзовым призером стал Максим Марков. В абсолютном первенстве приняло участие 15 борцов из Индии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и России. В финальной схватке иранский пехлеван Амир Рашид-Джамир победил нашего Вадима Семенова. Также в рамках Всемирного фестиваля состоялся очередной чемпионат мира по борьбе «Алыш», который проводится раз в 3 года. «Алыш» – очень зрелищный вид борьбы. Поединки проходят очень быстро, буквально за 1-2 минуты. «Алыш» культивируется в более чем 40 странах мира. Борются как мужчины, так и женщины, в числе которых представительницы таких мусульманских стран, как Иран, Ирак, Палестина. Теперь немного о правилах борьбы. Во время схватки борцы держат друг друга за пояс. Если отпускаешь захват, то засчитывается поражение. Любое техническое действие – это выигрыш периода. Приемы можно выполнять с помощью рук и ног. Каждый период длится 1 минуту. Выигрыш в 2 периодах – это победа в схватке. В самой престижной тяжелой весовой категории с участием всех сильнейших борцов планеты, досрочно победив всех своих соперников, чемпионом мира стал наш ботор Николай Чукров. Во второй день состязаний прошел чемпионат Азии по масс-рестлингу, в котором приняли участие 60 атлетов из 6 стран – России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Чемпионами Азии стали Казыбек Супагалиев, Казахстан, Василий Дедов, Максим Марков, Иван Бывлюбский и Юрий Протопопов. Серебряным призером стал Прокопий Петров. В абсолютном первенстве приняло участие 13 атлетов из Индии, Ирана, Узбекистана и России. В финальном поединке сошлись Иван Бывлюбский и Юрий Протопопов, где победителем стал Юрий Протопопов. Таким образом, якутские спортсмены завоевали всего 19 медалей, в том числе 10 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.